Пряничный домик. Для многих из нас это не просто кондитерское изделие, это атмосфера праздника. И сегодня вместе с кондитером Анной мы расскажем вам о том, как можно сделать эту красоту самостоятельно. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Но для начала давайте расскажем все-таки, да, что же такое пряничный домик, да, что входит в его состав, возможно, для тех, кто видит его впервые. Пряничный домик обычно заказывают для атмосферы, да, Нового года. Он как украшение получается. Внутри ставится свечка, в основном вот искусственная, да. И вот домик украшается, и вот так вот такое волшебное мерцание получается. Запах издает, да, имбирный, и вот атмосферу такую создает. Ну, необходимо отметить, что это все съедобно, да? Да, это все из имбирного. Ну, а прелести создания имбирного домика это все-таки сам процесс, да? Сам процесс украшения, сборки, да, и вот совместное время, проведенное, да, вместе с детьми, с близкими и так далее. Так, но если говорить поэтапно, да, с чего все начинается, конечно же, наверное, с выпечки, да? Сначала мы делаем лекала для дома, то есть мы должны определиться, как у нас дом будет выглядеть, подобрать размеры, да, стен, крыш, да, это все как бы на компьютере делаем, распечатываем, я обычно всегда вот распечатываю, вырезаю, да, ножницами вот эти трафареты, потом раскатываем тесто. Тесто мы раскатываем тоньше, нежели на пряники, потому что, чтобы они не сильно поднимались, да, и раздувались, и как бы были суши. Потому что тут пряник должен быть сухой, чтобы держать форму. Да, вот она в чем разница, да? Да. Хорошо. Ну и потом уже сама... Да, потом уже раскатали, трафарет положили, отрезали, выпекли, немножко прижали, да, прессом, чтобы вот выровнять поверхность, а потом уже, когда остыло, можно украшать. Ну вот все это так легко звучит из уст Анны, да, потому что она у нас выступает в качестве инженера-строителя вначале, да, затем дизайнера, потому что все это переводит в картинку на компьютере, да, потом она уже у нас кондитер, потом она у нас дизайнер, в общем, поэтому ей все и легко, потому что человек универсальный мастер. Ну а для нас, для простых людей, которые далеки от этой истории, будет интересно, наверное, посмотреть на каждый этап, пускай хоть и не в полном объеме, но в рамках нашей программы мы вам покажем. Поэтому перемещаемся в цех, где мы начнем изготовление нашего домика. Да. Итак, Анна, все начинается именно здесь и сейчас, да? Вот потрясающий золотого цвета кусочек, это не камушек, это не драгоценный камень, да, но это драгоценное тесто. Да. Расскажите про его состав. Ну, это медовое имбирное тесто, да, он делается из меда, сахара, сливочного масла, специй, это имбирь и корица у меня, да, яйца и мука. Но у каждого кондитера свой рецепт и свои секреты, поэтому, конечно, рассказывать и замешивать его в процессе нашего эфира мы не будем, потому что, ну, вариантов много, да? Да, по идее, пряничные домики делаются из козульного теста, да. Козульное тесто – это тесто, которое на жженом сахаре, без меда, да. Он более суше и из-за этого более такой вот, ну, не поддается деформации и так далее, да, более подходит для пряничных домов, но в принципе даже мое медовое тесто, оно, да, себя показало, что можно из него делать пряничные домики. Ага. Ну и это достаточно тугое, да, но и при этом очень гибкое тесто, да, эластичное. Ну, да, но оно не сильно прям такое сухое, да. Тут самое важное, чтобы мягкость пряника была, не перебить мукой. Поэтому она немножко липкая, но за счет того, что немножко припыляем мукой, она не липнет. Но мы знаем, что в пряничном тесте, да, для пряников, которые вы используете, да, вы его завариваете. Здесь тоже это необходимо делать? Да. Вот медово-имбирное тесто, оно прям заваривается, да, а козульное, оно тем более, оно прям вот сахар растапливают и туда прям кипяток добавляют. О, даже так, да? Да, и он еще, по-моему, темнее получается по цвету, да, чем вот медово-имбирное. Тут он более карамельный такой. А про специи, вот все-таки принято, что обязательно там должна быть имбирь и корица, да, но есть же люди, которые, ну, не особо любят его.
вот этот аромат. Можно ли сделать без него или чем-то заменить его? Ну, я предпочитаю не экспериментировать, свой рецепт не меняю, да. А так знаю, что девушки для тех, у кого там аллергия на мед бывает, да, там инвертным сиропом заменяют. Специи, допустим, там по запросу меняют. Допустим, у кого-то мускатный орех есть, да, там у людей бывает аллергия, у кого-то гвоздика, бадьян есть. То есть вариаций очень много, но я вот остановилась на тех, которые самые такие. Классика. Классика, да. Да. Хорошо. Итак, но, конечно, в изготовлении домика самое главное, это что у нас пропорции, да? Да. Что делать с этим? Правильные пропорции. Чтобы правильные пропорции были, нужно изначально на компьютере составить макет домика, да, чтобы у вас сходились все края дома, крыша, чтобы хорошего, нормального размера была, да. И вот такие трафареты вот распечатали и вырезали ножницами. И вот так вот используем в деле, да, вот это, допустим, крыша, вот это вот одна стена передняя, да, с дверью, вот задняя стена и вот боковые. Сейчас мы будем делать вот боковые стеночки, стеночки. Да? Мы не должны оставлять никаких зазорчиков, да, вот здесь вот как ушки, да, когда вот при склейке, да, потому что склеиваться он будет каким образом? Склеивать будем на айсинг, для того, чтобы края все подходили друг к другу. Все равно вот это тесто, оно немного сдувается, да, из-за этого чуть-чуть покатые края получаются. И приходится подпиливать вот эту неровность, да, и в местах, где они должны соприкасаться друг с другом, еще на 45 градусов подпиливать. Итак, Анна, мы тогда приступаем к работе с тестом. Да, к работе с тестом. Раскатываем тесто толщиной 4 миллиметра. Вот у меня есть такие ограничители на скалке, да, для того, чтобы сильно тесто не раздувалось, максимально сохранило форму. Чудо-скалка, обратите внимание, но Да. для меня это уже не открытие, потому что мы с вами были знакомы, но когда я увидела это первый раз, я была удивлена, потому что на скалке есть ограничители, которые вот можно снимать, вот оранжевые, да, вот эти элементы, и потом Задают еще есть толщину. какие-то там метки, то есть это и линейка, да, Да. и в то же время и скалка одновременно. И, ну и по толщине получается все одинаково мы делаем. Все, мы раскатали тесто, теперь его переносим туда, на этот коврик наш. Это вот получается две стороны, передняя и задняя стена. Сейчас боковые сделаем, и это крыша. Немножко припыляем мукой, чтобы у нас трафарет не прилип. И теперь вот так вот ножиком, тем же, да, для мастики, начинаем отрезать по линии ровно. Ножик держим прямо, для того, чтобы у нас срез получился прямой, не косой, не кривой. Вот, я вот так вот кручу его, как хочу. Мгм. Ой. Мгм. И окна вырезаем. Отправляем мы пряники выпекаться при температуре 160 градусов минут на 7-8, в зависимости от того, как у вас печка работает.
Итак, с ювелирной точностью наши детали расписаны, да? Да. И вот здесь вот, кстати говоря, проявляется талант Анны в качестве художника, да, потому что подобные узоры повторить может не каждый, я бы сказала. Но у меня точно не получилось, поэтому я и не прикасалась к этому изделию, да. Далее что мы делаем? Ну вот после того, как расписали, нужно, чтобы глазурь подсохла. 2 часа, 3 часа при комнатной температуре будет достаточно. Ну а мы вот сушилку отправляем на полчаса, час. Это специальная. Да, это специальная сушилка, овощесушилка, по идее, но мы ее приспособили для того, чтобы сушить пряники, глазурь. Ну, то есть ускорим процесс. Да, ускорим процесс, на 30 минут отправим, а потом уже будем собирать в доме. Все у нас готово для сборки, да, и вот теперь самый ответственный момент. Нужно, чтобы наш дом каким-то образом приобрел форму, да, и не развалился, самое главное, да. Здесь нам на помощь что придет? Но нам для того, чтобы собрать наш домик, потребуется строительная смесь. В нашем случае это глазурь базовой консистенции, той консистенции, которой мы рисовали вот эти узоры. Мы будем ее наносить на края пряника, да, и потом приклеивать друг к другу. И чтобы стенки держались, да, мы их будем вот такими стаканами придерживать, подпирать, да, подпирать, чтобы они вот высохли. Глазурь, она плохо тем, что быстро не высыхает, да, как, допустим, вот некоторые скрепляют стенки топленым сахаром, да, там быстро схватывается. Но вот глазурь, она как бы медленнее, поэтому нужно вот обязательно подпорку такую иметь под рукой. Ну, из подручных средств. Да, из подручных средств. Стаканы, там что-нибудь, бутылочки какие-нибудь, если есть. Да, тем более глазурь-то у нас уже подсохла, поэтому мы Да. рисунок свой не испортим. Поехали. Да. Хочу обратить внимание, что вот тут у нас пряники, да, края пряников подпилены, да, если вот увидите, да. Это делается для того, чтобы стенки друг к другу хорошо прилегали. Вот, допустим, берем соседние стенки, да, и вот так вот подводим, и они у нас вот прям прямым углом тесно прилегают. Вот такой подпил мы делаем. Я взяла для себя вот такую пилочка, по идее, да, и вот ей натираю. Ну, можно сделать, наверное, кто-то пользуется теркой такой. Теркой мелкой, да? И примерно на сколько градусов нужно? 45. 45. Стараюсь, 45, чтобы вот они, да, они друг сошлись прямо. Прямо. Хорошо. Вот. Мы сейчас берем стенки и раскладываем в том порядке, в котором будем их соединять, да? Передняя стена, вот заднюю стену положили. И я вот их специально пронумеровала, потому что каждую сторону я подпиливала для того, чтобы она сходилась с той стеной, да, допустим, вот 1, 1, да, 4, 4, это значит отсюда стеночка. И вот это вот 2, 2, 3, 3. Вот так вот. Да. Осталось возвести стены, да? Для того, чтобы возвести стены, давайте мы вот так вот поднимем вот эту стену. И вот поставим стакан, чтобы он держался. И давайте вот этот второй стакан. Вот, чтобы он вот так вот прямо держался, да? Берем глазурь базовой консистенции. И вот сюда наносим. На две стенки или только на одну? На одну стенку. Вот так вот много-много-много. Если сравнивать с настоящим строительством, это как цемент у нас, да? Да, скрепляющую смесь. Вот так вот нанесли. Толстым слоем, да? Да, вот. И потом берем вот вторую нашу стену и аккуратно, следя за тем, чтобы у нас углы были прям прямые, да, вот так вот склеиваем. А что, если вот у нас вышло так, оставляем этот бортик? Бортик можно оставить, мы потом ее скроем. Или можно убрать с этим шпателем, да. Но мы сейчас оставим, да? Ага. А можно и оставить для красоты, это как будто дополнительный узор. Да, можно так.
Но, в принципе, в любом случае, когда дом собирается, там его декоративными какими-то линиями скрываем все недостатки, Нет, поэтому не нюансы. страшно. Итак, стенка за стенкой, да? Да, и так стенка за стенкой собираем. Все стенки собрали, а потом уже начинаем как бы сборку крыши, да? Тоже наносим глазурь на все стороны и прикладываем. Так, чтобы вот у нас все аккуратно получилось. Ну, для пущей уверенности давайте еще одну стеночку покажем, чтобы было видно, что она будет стоять, что никуда она не денется. Ну и вот в этот момент мы уже наш шкаф для сушки мы уже не отправим это изделие. Оно должно высохнуть естественным путем, да? Да, оно должно стоять на том месте, на котором оно собрано, для того, чтобы детали очень хорошо приклеились. Его, то есть, теребить не нужно. Вот, так. Оп. И вам надо подать. Да, и с этой стороны стенку вот так вот чуть-чуть. Вот. Тут самое главное переждать, пока глазурь Высохнет. Да, высохнет. Конечно, в рамках нашего эфира сегодня мы не можем показать, как будет выглядеть наш домик в конце, но, собственно, у нас есть его муляж, его копия. Вот обратите внимание, что вот вы здесь бортики оставили, да, или вы сверху еще косичку нанесли? Нет, сверху это вот косичку, декоративный шов такой нанесла со всех сторон, чтобы у меня вот эти вот стыки были скрыты. Да. То есть все дефекты можно запрятать. Да, обратите внимание, у нас появилась дверца. Да, дверца вот такая. Но а самое главное, для самых внимательных, обратите внимание, в этом домике есть даже стекла. Вот Да. из чего вы сделали эти стекла? Есть разные способы, как делать стекла, окна на этих пряничных домах, но я использовала в этом случае пищевой желатин листовой. Да, его скрепила, и он вот так вот интересно сам этот с этими, да, с ромбиками идет декоративными, и кажется, как будто витражное даже окно. Витражное окно. Да. Ну а для тех, кто, возможно, не знает, что же там мигает внутри, это простая декоративная свеча на батареечках. Да, которая продается везде сейчас. Да. И последний штрих. Чего-то не хватает, Аня. Ну, можно нам сейчас украсить дом, сделать сосульки, да, вот с крыши. Я сейчас попробую вам показать. Вот так вот тоже базовым айсингом вот так делаем. Тянем, отпускаем, да? Тянем, отпускаем. И вот так вот по всей крыше. Вот я сама двигаю, да? Мы не боимся, да, потому что этот айсинг, он такой пластичный, да, материал, и он... Да, если где-то прилипнет, куда не надо было, да, можно это потом легко, когда он немножко подсушится, убрать. Тем же шпателем или там шилом, да, как-то отковырять. И у домика уже образовалась такая окоемочка, вот, да? Да, праздничная окоемочка, как будто бы даже вот наледь такая образовалась, да? Айсинг вы используете не своего производства, да, уже готовый? Да, я использую готовую смесь, производитель Il Bakery. Он мне больше всего нравится тем, что как бы сколько тебе надо, столько взял и сделал, да? И безопасно в первую очередь, как бы, да, и сертифицированный продукт. И вот такие сосульки получаются. И можно с той стороны тоже так же сделать. Какая красота! И вот на такой творческой ноте мы завершаем наш мастер-класс по изготовлению пряничного домика. Спасибо большое, Анна, за ваш талант, за ваше мастерство. И напоминаем вам о том, что пряничный домик — это не только лишь про искусство кондитерского дела, да? Это в первую очередь про совместное времяпрепровождение. Да, с детьми, с близкими, собрать вот такой домик и заодно как бы наполнить дом вкусными запахами, да, Нового года, атмосферу создать Нового года. А сколько может простоять такой домик, Анна? Такой домик, в принципе, долго может простоять. Вот, как говорила, сам пряник до 6 месяцев срок годности имеет хранение, да? Вот такой пряник, он, в принципе, если не ставить близко к окну, да, там он влагу будет вбирать и будет из-за этого портиться, он долго простоит в сухом месте. Да, и можно, допустим, уже там по весне, когда уже будет потеплее, разобрать этот домик и с чаем горячим съесть его и вспомнить о том, как прошел ваш Новый год.
Да. Еще раз спасибо. Мы не прощаемся, дорогие друзья. Увидимся на телеканале Якутия 24. До новых встреч.